Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Евгений Викторович Поляков. Я являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования Коми-Республиканского института развития образования. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за проявленный интерес к учебному курсу «Край», в котором я живу. И на сегодняшнем вебинаре мы поговорим с вами о концептуальных основах, о тематическом планировании учебного курса «Край», в котором я живу, а также о педагогических технологиях, которые педагог может использовать в рамках учебного курса «Край», в котором я живу. Поскольку учебный курс «Край», в котором я живу, является краеведческим курсом, я бы хотел отдельно остановиться на самом понятии краеведения. Что означает краеведение? Прежде всего, краеведение произошло от двух слов. Край – ведать. Ведать значит узнавать, постигать, изучать. Изучать свой родной край. Термин краеведение появился более 100 лет назад, в 1914 году, и занял прочное место в педагогической науке и практике. Существует несколько определений данного термина. Но в Большой советской энциклопедии дается развернутое определение этого понятия. Краеведение – это всестороннее изучение определенной части страны, города или деревни, других поселений местным населением, для которого эта территория считается родным краем. Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Что это означает? Это означает то, что краеведение соединяет в себе сведения природоведческие, исторические, этнографические, искусствоведческие и другие. Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения относятся к одной определенной местности. Надо отметить, что хотя краеведение – это комплексная наука, тем не менее в разных регионах России применяются программы по краеведению на основе дифференцированного подхода, который предполагает изучение только одной из областей знаний. Например, в Алтайском крае разработана учебная программа по географическому краеведению в начальной школе. В городе Санкт-Петербурге разработана программа краеведческого курса для начальных классов, который называется «Город на ладошке». Она разработана по культурологическому краеведению, где большое место уделяется изучению памятников культуры города Санкт-Петербурга. В городе Москве разработана учебная программа для начальной школы «Москвоведение», где большое внимание уделено изучению исторического краеведения в начальной школе. Однако в большинстве регионов России, в большинстве субъектов Российской Федерации учебные программы по краеведению в начальной школе разрабатываются с учетом комплексного подхода. На основе комплексного подхода разработан учебный курс «Край», в котором я живу. Приоритетной ценностью содержания учебного курса является понятие «родной край», которое отражает географические, исторические, этнокультурные и национальные особенности региона, в котором происходит жизнедеятельность обучающегося. При этом в качестве ценностных объектов выступают природа, история и культура родного края. На основании этого при отборе содержания учебного курса применен комплексный подход, который обуславливает выделение 3 содержательных разделов, которые вы сейчас видите на своих экранах. Первый раздел – это человек и природа. В этом содержательном блоке рассматривается природоведческое содержание,
которая направлена на экологическое воспитание младших школьников. Следующий, да, второй блок. Этот блок называется «Человек и общество». В этом блоке рассматривается история Республики Коми, а также современное экономическое, промышленное и политическое развитие Республики Коми. Последний блок, третий, этот блок называется «Человек и культура». Этот блок посвящен изучению культуры Республики Коми, традиционной культуры Коми народа. Целью изучения учебного курса «Край», в котором я живу, является прежде всего формирование опыта деятельности по получению новых знаний, их преобразованию и применению на основе освоения природно-культурного и культурно-исторического наследия Коми-края. Давайте рассмотрим основные задачи учебного курса «Край», в котором я живу. Ну, первая и, на мой взгляд, очень важная задача – это формирование уважительного отношения к своей семье, к месту проживания, к Республике Коми в целом, ее природе, культуре и истории. Следующая задача – это формирование личности младшего школьника как представителя Республики Коми и умелого хранителя социокультурных ценностей. Следующая задача – это формирование у младших школьников активной гражданской позиции, патриотичности, экологической культуры, личностно-ценностного отношения к прошлому, настоящему и будущему Коми-края. Четвертая задача – это воспитание у младших школьников любви к своей малой родине. Ну, известный краевед, ученый, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, он писал, что краеведение – это всегда краеюбие. И краеведение, оно прививает любовь к своей родине. Следующая задача учебного курса «Край», в котором я живу, это развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей младших школьников. Ну и последняя задача – это формирование способностей и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни младшего школьника. Так, ну, давайте рассмотрим основные подходы к реализации программы «Край», в котором я живу. Первый и один из самых главных подходов, да, это системно-деятельностный подход, который предусматривает, прежде всего, развитие личности младшего школьника как субъекта жизнедеятельности. Второй подход – это проблемно-поисковый, который предусматривает развитие познавательной и творческой самостоятельности младших школьников в познании окружающего его мира. Ну и последний подход – это этнокультурный подход, который предусматривает изучение младшими школьниками нового материала через призму знакомства с природным, историческим, а также материальным и нематериальным языком. Ну, прежде всего, программа рассчитана на 4 года обучения с общим объемом 135 часов. То есть это получается 1 час в неделю. При этом для первого класса дополнительные экскурсии, подчеркну, дополнительные экскурсии. Изучение отдельных тем, более широкое, да, изучение отдельных тем. Проведение творческих, проектных, исследовательских работ, дополнительных творческих, проектных, исследовательских работ. По усмотрению, опять же повторюсь, по усмотрению педагога. Так, давайте рассмотрим тематическое планирование учебного курса «Край», в котором я живу, для первого класса. Значит, в первом классе отводится
отводится 28 часов. Плюс 5 часов – это резервное, как я уже говорил, дополнительное время. Значит, для первого класса, весь первый класс будет посвящен изучению только одного, повторюсь, одного раздела «Человек и культура». Значит, в этом разделе учащиеся будут изучать 9 тем. 9 тем. Ну, давайте подробнее рассмотрим каждую из этих тем. Первая тема называется «Календарь как способ общения человека с природой». На эту тему отводится 2 часа. Кратко рассмотрим содержание темы. Прежде всего, учащиеся изучат календарь как отражение взаимосвязи человека и природы. Узнают о коми-промысловом календаре, о символах животных, которые олицетворяют каждое из времени года. Учащиеся должны научиться в рамках данной темы объяснять, что такое календарь, рассказывать о значении и использовании коми-промыслового календаря. Вот также важный момент, примечание такое, да, для педагога. Педагог должен рассказать, какие бывают календари у коми-народа. Это охотничий календарь, церковный календарь, для чего он служит. Также эта тема имеет еще и воспитательное значение, поскольку в этой теме можно косвенно рассказать, как можно грамотно, хорошо использовать время и насколько ценно время в нашей жизни. Да? Следующая тема, вторая тема – это традиционные занятия коми. На эту тему отводится 6 часов. 6 часов. Содержание темы. Прежде всего, это охотничий промысел коми-зарян, рыболовство, как основные, да, занятия коми-зарян, собирательство, тоже как одна из форм хозяйственной жизни коми-зарян, а также в рамках данной темы учащиеся узнают о традиционных коми-блюд из грибов и ягод. Также при изучении этой темы учащиеся узнают об основных правилах поведения промысловиков, охотников, рыбаков, грибников в лесу, тайге, тундре, а также на водоеме, да, реке, озере и болоте. Так, следующее, о чем мы с вами поговорим, третья тема, посвящена традиционным средствам передвижения коми-народа. На эту тему отводится 3 часа. В рамках этой темы учащиеся узнают прежде всего, водных средствах передвижения, да, это лодки, плоты и так далее, о наземном транспорте и узнают о традиционных и современных средствах передвижения северян. Тоже в рамках изучения этой темы хотелось бы порекомендовать учителю по возможности сводить детей в этнографический музей, чтобы дети, учащиеся, могли наглядно увидеть, рассмотреть традиционные средства передвижения коми-народа. Да? Следующая тема, четвертая тема раздела «Человек и культура» – это традиционные жилые постройки коми-народа. На эту тему отводится 3 часа. В рамках данной темы учащиеся изучают особенности домов северного типа, а также основные хозяйственные постройки коми-зарян. Это амбар, гумно, литник, дровяник, баня. Также есть такие небольшие рекомендации по возможности как городским
так и сельским детям можно вживую в рамках экскурсии показать крестьянский дом Коми-Зырянина, а также показать основные хозяйственные постройки, которые были раньше, да, и которые, возможно, что сохранились на сегодняшний день. Следующая тема – это традиционные ремесла коми народа. На эту тему отводится 3 часа. Прежде всего, содержание этой темы – это художественная обработка дерева и бересты, традиционные центры росписи и резьбы и так далее. В рамках данной темы учащиеся должны, в рамках изучения данной темы учащиеся должны научиться рассказывать о традиционных ремеслах Коми края, узнавать на рисунке известные виды росписи и резьбы предметов быта. А также тоже хочу порекомендовать учителю по возможности за счет резервных часов сводить детей в ремесленную школу, которая есть в вашем районе или в вашем городе или селе. Ну вот, например, для учащихся в Ильгерта можно свозить в ремесленную школу заранее. Да? Следующая тема, которая называется «Традиционная коми-одежда». На эту тему отводится 5 часов. По этой теме учащиеся узнают о традиционной женской одежде коми-зырян, о традиционной мужской одежде коми-зырян. Также узнают о традиционных одеждах коми-зырян, которые делятся на зимнюю одежду и летнюю, соответственно. Да? Также в рамках данной темы учащиеся должны научиться характеризовать основные особенности традиционной одежды коми-зырян, устанавливать взаимосвязь коми-одежды с сезонными особенностями природы коми-края. Также в рамках этой темы предусмотрено проектное задание описать или представить традиционный костюм, характерный для своей национальности. Также такое небольшое примечание для учителя. В рамках этой темы учитель может сводить детей в этнографический музей, где дети могут наглядно увидеть, рассмотреть традиционные одежды коми-зырян. Следующая тема, 7-я тема, которая называется «Орнамент как отражение взаимосвязи человека и природы». На эту тему отводится 2 часа. После изучения этой темы учащиеся должны находить общие и различные в традиционных русских и коми орнаментах, а также узнавать на рисунке значения различных видов орнаментов, поскольку каждый вид орнаментов имеет свой символ, да, является символом, который имеет определенное значение. Да. Следующая, 8-я тема – это коми-народные музыкальные инструменты. На эту тему отводится 2 часа. В рамках данной темы учащиеся узнают о струнных музыкальных инструментах коми-народа, об ударных музыкальных инструментов коми-народа. Учащиеся после изучения данной темы должны будут научиться узнавать традиционные музыкальные инструменты народа коми по определенным характерным признакам. Ну и последняя тема, которая будет изучаться в 1 классе, эта тема называется «Человек как носитель традиционной культуры». На эту тему отводится 2 часа. Содержание этой темы кратко раскрою. Учащиеся должны будут научиться характеризовать себя как представителя определенной национальности через определение особенностей языка, культуры,
традиций, обычаев, образа жизни своей семьи. Несколько слов расскажу по поводу этой темы. Дело в том, что Республика Коми – это многонациональный регион. И у нас проживают представители разных национальностей. И поэтому очень важно, что учащиеся изучили в рамках, опять же, этой темы, изучали особенность своей национальности, да, особенность своей традиционной культуры своего народа, да, и непосредственно представили, скажем так, историю своего народа перед классом, да. Так, хорошо. Сейчас рассмотрим тематическое планирование учебного курса «Край, в котором я живу» во втором классе. В втором классе отводится 29 часов, плюс, как я уже говорил, 5 часов отводится для резервного времени. Во втором классе, по сравнению с первым классом, учащиеся будут изучать два раздела. Первый раздел – это «Человек и природа», и второй раздел – это «Человек и общество». Так, ну, рассмотрим каждый из этих разделов. Первый раздел – «Человек и природа». На этот раздел отводится 15 часов. Первая тема в этом разделе посвящена, она называется «Малая Родина». В рамках данной темы учащиеся должны будут изучить основные понятия краеведческого курса. Прежде всего, что такое Родина? Это первое. Что такое малая Родина? Что такое большая Родина? Что такое родной край? Важно подчеркнуть значимость родного края, я имею в виду Республики Коми, как части большой Родины, я имею в виду России. Да? Следующая, вторая тема, она посвящена изучению земной поверхности Республики Коми. На эту тему отводится 2 часа. В этой теме учащиеся узнают о равнинах, основных равнинах, которые существуют в Республике Коми. Это Мезенско-Вычегодская равнина, Печорская равнина, о возвышенностях, это Тиманский кряж, и о горах. Да? Это Уральские горы. В рамках данной темы предусмотрена природоведческая экскурсия. Следующая тема раздела «Человек и природа» – это тема «Климатические особенности Республики Коми». На эту тему отводится 2 часа. При изучении данной темы учащиеся знают прежде всего о климатических особенностях Республики Коми. Опять же подчеркну, климатические особенности Республики Коми на разных территориях. Да? То есть такой будет некий сравнительно-сопоставительный анализ. Например, изучение климатических особенностей в южных районах Республики Коми, в центральных районах Республики Коми, а также в северных Республики Коми, потому что действительно зима отличается в южной части Республики Коми и в северной части, да, Республики Коми. Так, следующая тема – это реки Республики Коми. На эту тему отводится 3 часа. В рамках данной темы учащиеся узнают о главных реках Республики Коми. Прежде всего, это реки Уса, Вычегда, Мезень, Печора. Да? Печора – самая большая река, протекающая на территории Республики Коми. Также учащиеся узнают об обитателях водоемов Республики Коми. В рамках данной темы предусмотрено изучение правил поведения на воде. Это очень важно изучить правила поведения на водоеме. Также в рамках изучения этой темы может быть предусмотрена природоведческая экскурсия на водоем. Следующая тема – это растения Республики Коми.
Эта тема посвящена изучению, прежде всего, изучению растительного мира тайги и изучению растительного мира тундры. В рамках данной темы учащиеся прежде всего должны перечислять основное разнообразие растительного мира тундры и тайги. И кроме этого они должны будут определять основные особенности растительного мира тундры и тайги. Следующая тема, которая косвенно связана с предыдущей темой, это животные Республики Коми. В рамках изучения данной темы учащиеся знают об основных представителях животного мира тайги и основных представителей животного мира тундры. И опять же, как и в предыдущей теме, учащиеся должны будут определять основные особенности животного мира тундры и тайги. Также в рамках данной темы предусмотрено изучение основных правил поведения в лесу. Следующая тема, она будет последняя тема в данном разделе «Человек и природа». Данная тема называется «Красная книга Республики Коми». В рамках данной темы учащиеся должны, во-первых, они узнают, что такое Красная книга. Во-вторых, они познакомятся с растениями и животными, которые были занесены в Красную книгу. Также данная тема, она разработана для экологического воспитания младших школьников. Да? И поэтому в рамках данной темы можно с учащимся обсудить причины сокращения численности и меры, которые даже учащиеся могут применять для того, чтобы охранять растения и животные. Опять же, растения и животных редких, да, которые уже исчезают. Следующий раздел, который будет изучаться во втором классе, это раздел «Человек и общество». В данном разделе, значит, предусмотрено 13 тем. Первая тема, да, в рамках данного раздела отводится 14 часов. Первая тема в данном разделе – это история населенного пункта. Содержание этой темы. Учащиеся должны будут узнать, ну, во-первых, историю своего населенного пункта, своего села, своего города. Узнать основные названия улиц, достопримечательности. Узнать о истории школы, история своей образовательного учреждения, своей образовательной организации, а также узнать о знаменитых выпускниках. Цель данной темы – это умение ориентироваться в окружающем для ребенка микромире, в окружающем его пространстве. Прежде всего, конечно, учащийся младших школьников в рамках данной темы не будет знать все улицы своего населенного пункта, но, по крайней мере, он будет знать улицу, которая, значит, проходит через его дом и школу. Да? То есть цель – ориентироваться в окружающем микромире по следующей схеме: дом, улица и родная школа, да, в которой ученик учится. Следующая тема в данном разделе – это тема, посвящена государственным символам Республики Коми. В этой теме изучаются основные символы Республики Коми: герб, флаг, гимн. После изучения этой темы учащиеся должны будут научиться распознавать, выдавать смысловое значение флага Республики Коми. То есть уметь говорить, да, что каждый из цветов флага Республики Коми означает. Белый, что означает цвет белый, что означает цвет зеленый, что означает цвет синий. Да?
Также учащиеся должны будут находить общие и различные в государственных символах Российской Федерации и Республики Коми. В чем отличие и в чем сходство флага России, и в чем отличие и в чем сходство флага Республики Коми. Да? Также следующая тема, которая называется «Республика Коми. Многонациональный регион». При изучении этой темы учащиеся смогут перечислить основные народы, проживающие на территории Республики Коми. Кроме этого, учащиеся должны будут определять свою национальную принадлежность, приводить примеры применения государственных коми и русских языков на территории Республики Коми. Вот как вы заметили, эта тема сквозная, да, потому что в первом классе в конце раздела «Человек и культура» тоже есть похожая тема, да, то есть она сквозная. Следующая тема это сельские поселения. Сельские поселения Республики Коми. Эта тема посвящена изучению особенностей сельских поселений Республики Коми. И также в рамках этой темы учащиеся узнают, что такое сельский туризм, насколько он у нас развит в Республике Коми, для чего он создается и так далее. После изучения данной темы учащиеся должны будут в первую очередь характеризовать особенности сельских северных поселений. Следующая тема, которая тоже связана с предыдущей темой, это города. Основные города Республики Коми. После изучения данной темы учащиеся узнают прежде всего об основных городах Республики Коми и узнают об особенностях городских поселений Республики Коми и смогут находить общее и отличное и различное между селом и городом. Также в рамках изучения данной темы предусмотрена презентация. Презентация такого творческого проекта, да, которая посвящена изучению своего родного города или своего родного села. Ну и последняя тема во втором классе посвящена памятникам и памятным местам своего населенного пункта. Ну, после изучения данной темы, да, на эту тему отводится 3 часа. После изучения данной темы учащиеся смогут описывать, во-первых, они смогут пересчитать основные памятники своего населенного пункта. Во-вторых, они смогут описывать памятники своего населенного пункта. Также косвенно эта тема посвящена изучению Великой Отечественной войны в Коми-крае. Да? Потому что в рамках данной темы будет изучение одного из таких символичных памятников, который находится в городе Сыктывкаре, который называется «Вечная слава». Так, перейдем к рассмотрению тематического планирования учебного курса «Край», в котором я живу в 3 классе. В этом классе изучаются все 3 раздела. Это «Человек и природа», «Человек и культура» и «Человек и общество». Рассмотрим первый раздел «Человек и природа». На этот раздел отводится 7 часов. Первая тема «Физическая карта Республики Коми». Отводится 1 час. После изучения данной темы учащиеся должны будут научиться прежде всего находить свой населенный пункт на физической карте Республики Коми. Кроме этого, учащиеся должны будут рассказывать по физической карте о природе Республики Коми. Как я это называю, умение читать карту. Да? То есть обозначать, например, если на физической карте какая-то определенная местность раскрашена коричневым цветом,
то, соответственно, будет понятно, да, что здесь располагаются Уральские горы. Если зеленым цветом раскрашена какая-то определенная часть, то будет понятно, что это равнинная местность. Да? Если они увидят волнистые линии синего цвета, то учащиеся должны будут знать, что это реки Республики Коми. То есть умение читать карту. Следующая тема – это важнейшие полезные ископаемые Республики Коми. На эту тему отводится 2 часа. После изучения данной темы учащиеся узнают об основных полезных ископаемых, которые есть в нашей республике. Прежде всего, это нефть, это газ, это уголь. Также учащиеся узнают о способах добычи полезных ископаемых. Следующая тема – это природные зоны Республики Коми. На эту тему отводится 3 часа. Ну, эта тема на самом деле сквозная. Во 2 классе тоже изучалась эта тема, но более обстоятельно эта тема будет раскрываться именно в 3 классе. Но в рамках данной темы учащиеся смогут научиться показывать на карте примерное расположение природных зон Республики Коми. Это тайга, тундра, лесотундра. Также учащиеся научатся определять особенности хозяйственной жизни людей, проживающих в условиях природных зон. Да? Например, для природной зоны тундра основная хозяйственная деятельность людей, традиционная, опять же подчеркну, традиционная хозяйственная жизнедеятельность людей – это оленеводство. Да? Следующая тема, она будет последняя в разделе «Человек и природа». Эта тема будет посвящена памятникам природы Республики Коми. После изучения данной темы учащиеся должны будут определять значение понятия «памятник природы». В данном случае нужно будет учителю развести 2 понятия. Памятник культуры и памятник природы. Это 2 разных понятия. Да? Также эта работа будет связана с тем, что учащиеся смогут научиться описывать памятник природы своего населенного пункта, своего района, а также учащиеся узнают об основных памятниках природы Республики Коми. Следующий раздел, который будет изучаться в 3 классе, это последний раздел, который посвящен изучению культуры, да? Культуры Республики Коми. Раздел «Человек и культура». На этот раздел отводится 9 часов. В рамках данного раздела будут изучаться следующие темы. Первая тема, которая называется «Культурное и историческое наследие». После изучения данной темы учащиеся смогут определить значение понятия памятник культурного наследия. А также они смогут описывать памятник культурного наследия своего населенного пункта, своего района. Следующая тема, которая посвящена изучению религии в жизни древних коми. Ну, что именно? Да? Учащиеся узнают о сотворении мира по вере комизарян, узнают об основных духах комизарян: Орд, Вакуль, Верса, Гаштин и так далее. В рамках данной темы учащиеся научатся рассказывать о поверьях комизарян. Если эта тема посвящена языческой культуре, языческой традиционной культуре комнарода, то следующая тема, которая называется «Стефан Пермский», посвящена такой православной, да, культуре. В рамках данной темы, да, прежде всего скажу, что на эту тему отводится 3 часа. В рамках данной темы учащиеся узнают
о Стефане Пермском, о его роли как миссионера, как просветителя коми-зырян, да, и смогут определять значение принятия христианства в Коми-крае. Да, следующий раздел, который будет изучаться в 3 классе, этот раздел называется «Человек и общество». На этот раздел отводится 13 часов. Первая тема – это тема Усть-Лым, средневековый город. 2 часа отводится на эту тему. После изучения данной темы учащиеся смогут описывать средневековый город Усть-Лым как центр, как когда-то он был центром, да, политической, экономической и культурной, духовной жизни Перми-Вычегодской. Следующая тема – участие коми в заселении Сибири в 16-17 веках. На эту тему отводится 3 часа. Прежде всего, после изучения данной темы учащиеся узнают о своих знаменитых земляках, которые участвовали в заселении Западной Сибири и основании таких сибирских городов, как Тобольск, Тюмень, Березов в XVI веке. Так, следующая тема, которая называется «Город Усть-Сысольск». Но после изучения данной темы учащиеся научатся прежде всего рассказывать о старинном городе Коми-края. Это городе Усть-Сысольске. Да? Они будут определять значение города Усть-Сысольска в жизни Коми-края. Учащиеся смогут назвать основные улицы, которые были в Усть-Сысольске. Да? Также у меня есть небольшое примечание. За счет резервных часов можно провести обзорную экскурсию как для учащихся Сыктывкара, так и для учащихся других городов и населенных пунктов сел Республики Коми по городу Сыктывкару, по старинным улицам Сыктывкара. Это улица Советская, Бабушкина, Кирова. Так, следующая тема, которая называется Ульяновский монастырь. После изучения данной темы учащиеся должны будут прежде всего рассказывать об Ульяновском монастыре. Кроме этого, они должны будут научиться определять роль церкви и духовенства в жизни коми народа. Ну, у меня тоже есть такое примечание. За счет резервных часов можно будет провести выездную экскурсию в село Ульяново, Усть-Коломский монастырь. В село Ульяново, в Усть-Коломский район, да, чтобы посмотреть Ульяновский монастырь. Так, следующая, последняя тема, которая будет изучаться в 3 классе, эта тема называется «Георгиевская ярмарка». В рамках данной темы учащиеся узнают о основных ярмарках, торжках, торговых заведениях, которые существовали в XIX веке, а также научатся выявлять роль торговли в жизни Коми-края. Так, следующее тематическое планирование. Перейдем к тематическому планированию в 4 классе. Ага, тут я смотрю уже очень много вопросов. Да, я чуть попозже, в конце нашего вебинара, постараюсь ответить на них. Следующее тематическое планирование 4 класс. Да, так же, как и в 3 классе, в 4 классе будут освещены все 3 основных блока тем. Человек и природа, человек и общество, и человек и культура. Да, рассмотрим первый раздел «Человек и природа». Первая тема посвящена изучению Республики Коми как
субъекта Российской Федерации и изучение Республики Коми на географической карте России. Но после изучения данной темы учащиеся должны будут находить Республику Коми на физической карте России. То есть, подчеркну, именно на физической карте России. Если в 3 классе учащиеся научились читать, да, физическую карту Республики Коми, то здесь учащиеся должны будут находить наш регион на физической карте России, должны будут показывать регионы, которые граничат с территорией Республики Коми, да, ну, я имею в виду регионы соседи, да, на карте Республики Коми, а также регионы, которые входят в состав северо-западного региона, который тоже входит на наша республика, да, соответственно. Следующая тема – это лес, природное богатство Республики Коми. В рамках данной темы учащиеся узнают о значении лесного хозяйства в жизни региона. Они должны будут определять важность сохранения леса и также узнают об основных экологических мероприятиях, об основных экологических программах, которые проводятся у нас в Республике Коми. В частности, я имею в виду это заказники, заповедники, а также все большую популярность в Республике Коми набирает так называемый экологический туризм. Так, следующая тема раздела «Человек и природа» посвящена изучению памятников природы России. Я подчеркну, именно памятников природы России. Если в 3 классе изучали памятники природы Республики Коми, то здесь будут изучаться памятникам природы России, которые, соответственно, есть в Республике Коми. Я имею в виду это прежде всего изучение национального парка Юга-2 и Печора-Илочский государственный природный биосферный заповедник, который занесен в список охраны всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В рамках данной темы учащиеся прежде всего должны будут научиться рассказывать, да, о памятниках природы России и перечислять основные правила поведения в национальном парке и заповеднике. Так, следующий раздел, который мы с вами рассмотрим. Следующий раздел в 4 классе – это раздел «Человек и общество». На него отводится 22 часа, то есть достаточно объемный раздел. Ну, давайте рассмотрим каждую тему, да, этого раздела. Первая тема – «Человек и труд». В рамках данной темы учащиеся научатся определять роль и значение труда в жизни коми-зырян и в жизни коми-человека. А также они научатся приводить примеры русских и коми-пословиц и поговорок о труде. Опять же, у меня есть небольшие такие рекомендации к изучению данной темы. За счет резервных часов учитель может провести экскурсию в этнографический музей своей местности, где учащиеся могут познакомиться с предметами быта коми-зырян, которые являются своего рода отражением и символом труда человека. Следующая тема данного раздела – это основание сереговских соляных промыслов в Коми-крае в XVII веке. Ну, после изучения данной темы учащиеся должны будут научиться описывать особенности добычи соли в XVII веке, а также определять на карте Республики Коми место расположения Сереговского солеваренного завода. Следующая тема, 3, это основание и развитие Нюрчинского, Нючпасского и Кажинского железоделательных и чугунолитейных заводов. Да, то есть, ну, по сути, это эти темы, Сереговские соляные заводы
и чугунолитейные заводы, ну, они достаточно схожи, да, потому что и та, и другая тема будут изучать историю развития промышленности Коми края. Ну, в рамках данной темы учащиеся научатся описывать этапы производства чугунно-литейной продукции, а также научатся смогут рассказывать о быте заводского рабочего. Следующая тема – это установление советской власти в Коми крае. После изучения данной темы учащиеся узнают о причинах и последствиях Октябрьской революции 1917 года. Да? В прошлом году у нас было столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Также узнают об истории гражданской войны в Коми крае, о героях гражданской войны, о жертвах гражданской войны. Да, я имею в виду Домну Каликову. И они смогут научиться приводить примеры героических поступков, рассказывать о людях, их совершивших. То есть данная тема, помимо того, что она имеет непосредственно познавательное значение, да, то есть еще имеет и воспитательное значение. Следующая тема посвящена изучению Коми АССР в годы Великой Отечественной войны. Ну, после изучения данной темы учащиеся прежде всего должны будут знать о роли, о значении победы в Великой Отечественной войны для истории как Республики Коми, так и России. А также они смогут объяснять такое значение, как победа ковалась в тылу. Да, есть такое выражение, что победа Великой Отечественной войны ковалась не только на передовой, да, но и в тылу, и большую роль в победе над фашизмом внесли и жители нашего края. А также в рамках изучения данной темы учащиеся узнают об основных воинах-победителях, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Узнают о боевом пути легендарной 28-й Невельской краснознаменной дивизии. Кроме этого, у меня есть такое важное примечание. Учащиеся должны будут интервьюировать, то есть расспрашивать своих родственников, я имею в виду прадедушек, прабабушек, о том, какую роль сыграла Великая Отечественная война в жизни их семьи. Следующая тема – это развитие промышленности в Коми СССР во второй половине 1940-х, 1980-х годов. Но на самом деле этот период является очень значимым, потому что именно в этом период происходило массовое строительство, такое промышленное развитие, да, в Коми крае, строительство новых городов, строительство заводов и строительство дорог. Следующая тема это угледобывающая промышленность. Угледобывающая промышленность. На эту тему отводится 1 час. После изучения данной темы учащиеся должны будут узнать о таких центрах угольной промышленности Республики Коми, как город Воркута и город Интар. Также они узнают об особенностях добычи угля, о специфике труда шахтеров. Да, и вот такое примечание для учителя. Для учащихся угледобывающих городов, я имею в виду Воркута и Инта, можно дать задание взять интервью у своих родителей и узнать о том, какую роль в жизни семьи сыграла, ну, например,
угледобывающее предприятие, да, и так далее. Следующая тема – это нефтяная промышленность. Нефтяная промышленность. В рамках данной темы учащиеся узнают о таких городах, в которых развито нефтепроизводство, нефтепереработка. Это Ухта, Сосногорск. Значит, в рамках данной темы учащиеся должны будут характеризовать особенности добычи нефти. Учащиеся научатся рассказывать о специфике труда нефтяников, а также для учащихся таких нефтепромышленных городов предусмотрено отдельное задание. Так же, как для учащихся угледобывающих городов, дети могут спросить у своих взрослых, какую роль в жизни и семье сыграла нефтяная промышленность. Следующая тема – это газодобывающая промышленность. После изучения данной темы учащиеся, прежде всего, они научатся, смогут характеризовать особенности добычи газа, узнают об основных городах, да, где Республики Коми, где развита газодобывающая промышленность, научатся рассказывать о специфике труда газовиков. Следующая тема посвящена лесозаготовительной промышленности. После изучения данной темы учащиеся прежде всего смогут показывать на карте Республики Коми центры лесозаготовительной и лесоперерабатывающей, деревоперерабатывающей промышленности Республики Коми, рассказывать о специфике, об особенностях труда лесозаготовителей. А также в рамках данной темы учащиеся узнают о Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, да, как его еще раньше называли, гигант на вычерке, да, наша ЛПК, Сыктывкарский лесопромышленный комплекс. Следующая тема – это сельское хозяйство. Данная тема посвящена изучению растениеводства в Республике Коми. Растениеводство как тепличное, так и полевое, да, на открытом грунте. В рамках данной темы учащиеся знают о особенностях труда растениеводов, а также, кроме этого, учащиеся узнают о животноводстве, о специфике труда животноводства, о том, значит, об особенности растениеводства и животноводства в Республике Коми. Да, такое примечание небольшое. За счет резервных часов может быть предусмотрена такая небольшая производственная экскурсия, например, в тепличное хозяйство, школьное тепличное хозяйство или фермерское хозяйство своего села или города для учащихся сельских поселений Республики Коми. Да и в принципе и для учащихся городских населений тоже может быть предусмотрена такая экскурсия на производство. Итак, следующая тема – это развитие спорта в Республике Коми. В рамках данной темы учащиеся узнают об основных видах спорта, которые распространены, которые актуальны, которые есть, да, у нас в Республике Коми. Ну, прежде всего, все-таки у нас Республика Коми – это Северная Республика, и поэтому у нас распространены зимние виды спорта. И в данной теме, после изучения данной темы, учащиеся узнают о
спортсменах, лыжников, которые на весь мир прославили нашу республику. Это Сметанина, Раиса Петровна Сметанина, Божухов, Василий Рочев, да, то есть Василий Рочев старший, Василий Рочев младший, все они были участниками зимних олимпиад. Ну, а также по данной теме учащиеся узнают о заполярных играх, которые проходят в городе Воркуте, а также о традиционных зимних видах спорта. Я имею в виду, это Олимпиада, которая проходит в селе Большой Луг. Также могу порекомендовать, за счет резервных часов можно будет провести экскурсию с учащимся в музей имени Раисы Петровны Сметаниной, который находится в городе Сыктывкаре. Следующая тема раздела «Человек и общество» – это территориальное деление Республики Коми. Ну, в рамках данной темы учащиеся узнают об основных, прежде всего узнают о городах Республики Коми, о всех районах Республики Коми и научатся находить не на физической, а на административной карте Республики Коми данные районы. Также в рамках данной темы предусмотрена вот такая проектная, я бы даже сказал, проектно-исследовательская работа. Это составить план описания своего города или района по следующим таким пунктам. Да? В первую очередь написать географические особенности своего района, историю возникновения города, своего района, герб города-района, экономическое развитие города-района, культурная жизнь города-района, ну а также достопримечательности, национальные традиции и особенности своего города или района. Следующая тема посвящена изучению правительства Республики Коми. Ну, после изучения данной темы учащиеся узнают о том, какие у нас в Республике Коми есть министерства, смогут определить роль главы Республики Коми в развитии Республики Коми, а также они научатся приводить примеры взаимодействия правительства и граждан Республики Коми. Ну и последняя тема раздела «Человек и общество» – это тема Сыктывкар, столица Республики Коми. Но все-таки эту тему необходимо отдельно выделить, поскольку все-таки Сыктывкар является столицей Республики Коми. Кроме этого, Сыктывкар – это политический, экономический и культурный центр Республики Коми. Ну, перейдем к следующему разделу. Это будет последний раздел. Последний раздел, который будет изучаться в 4 классе, раздел «Человек и культура». Первая тема данного раздела – музей хранитель времени. После изучения данной темы учащиеся узнают о основных музеях, которые есть в Республике Коми. Ну, прежде всего, это Национальный музей Республики Коми, да, который состоит из отделов. Отдел истории, отдел этнографии, отдел природы. Также в рамках данной темы предусмотрена экскурсия в краеведческий музей для учащихся определенного города или села, где учащиеся узнают о основных экспонатах музея, экспозициях и так далее. Да, очень важная задача, да, данной темы заключается в том, чтобы младшие школьники научились определять роль музея в жизни человека и общества. То есть музей как хранитель времени. Да? Следующая тема посвящена изучению финно-угорских народов. Но поскольку финно-угорские народы являются родственными народами для
для коми народа. Поэтому данная тема, ну, она будет достаточно актуальна. В рамках данной темы учащиеся узнают об основных народах, финно-угорских народов, которые проживают в России, как в России, так и, соответственно, за рубежом. Ну и последняя тема курса «Край», в котором я живу, это тема памятники нематериального культурного наследия Республики Коми. Нематериального или, как еще культурологи называют, духовного, да, духовного культурного наследия Республики Коми. То есть, что такое нематериальное культурное наследие? Материальное культурное наследие – это непосредственно то, что мы можем потрогать, да? То есть, это какие-то здания, традиционные жилые постройки. А нематериальное культурное наследие – это прежде всего традиционные народные праздники, это традиционные песни и так далее. И после изучения данной темы учащиеся, ну, во-первых, они должны будут определять само понятие, что такое нематериальное культурное наследие. Кроме этого, после изучения данной темы учащиеся узнают об основных традиционных народных праздников, которые проходят в Республике Коми. Я имею в виду это Усть-Сылимская горка и праздник, который проходит в Ижме, праздник Лут. Так, хорошо, с тематическим планированием мы разобрались, поговорили. Сейчас несколько слов хотелось бы сказать о педагогических технологиях, которые учитель может использовать в рамках курса «Край», в котором я живу. Особое место при реализации программы отводится проектной и исследовательской деятельности учащихся, использованию практикоориентированных методов обучения. Ну, какие могут быть использоваться педагогические технологии? Ну, прежде всего, как я уже говорил, это проектная исследовательская деятельность. Какие формы учебной и внеурочной деятельности учитель может применять? В первую очередь, это экскурсии. Экскурсии разные, да? Это могут быть выездные экскурсии, это могут быть внутренние экскурсии, экскурсии на предприятия, а также образовательные путешествия. Кроме этого, как одна из очень распространенных форм, которая применяется в краеведческой работе, это встречи с знаменитыми земляками. Поэты, художники, ветераны, людьми разных профессий. Эта форма очень распространена, как и у нас в Республике Коми, так и в других регионах, поскольку вот эта именно форма, она оживляет процесс обучения. Да? Кроме этого, учитель может проводить тематические праздники. Также это сбор и оформление материалов для фондов школьного или краеведческого музея. Вот это тоже очень интересная форма работы, поскольку, вот приведу пример, в третьей школе города Сыктывкара, третья школа имени Лыткина, музейный работник Елена Николаевна Королева, при ее непосредственном участии был открыт Тентюковский школьный народный музей, экспонаты которого были собраны самими учащимися, кстати, в рамках краеведческого кружка. Вот она ввела краеведческий кружок, и вот учащиеся сами приносили какие-то предметы быта коми народа, какие-то экспонаты. И потом этот школьный музей получил статус народного музея. То есть в Сыктывкаре он на самом деле один такой музей. Так, и следующее, о чем я хотел с вами поговорить, это о ученических проектах, которые учитель может
давать учащимся в рамках реализации курса «Край, в котором я живу». Но я хочу уточнить один момент по поводу проектной деятельности. Потому что в начальных классах, как правило, проектная деятельность реализуется не в чистом виде, а реализуются только элементы проектной деятельности. Потому что для учащихся очень сложно определить проблему исследования. Да? Поэтому вообще проект в начальной школе, он реализуется посредством, в первую очередь, учителя, да, то есть в совместной работе учителя и ученика, и совместной работе учителя, ученика и плюс родителя. Да, это тоже очень важный момент. Так, ну для первого года обучения могут быть предложены следующие проекты. Первое – это традиционный народный костюм и традиционные ремесла в форме края. Для второго года обучения могут быть предложены следующие ученические проекты. Это «Жизнь леса», «Моя школа», «Моя родословная». Для третьего года обучения могут быть предложены такие проекты, как «Памятник природы города, села или района». Да? Ну, то есть это по выбору педагога, по выбору учащихся. Также «Памятник культуры города, села или района». Ну, также, на мой взгляд, будет очень интересный проект, ученический проект, такой как Усть-Сысольск, Сыктывкар. Для четвертого года обучения могут быть предложены следующие проекты. Первое – экология моего города-села, заповедники Республики Коми, моя семья в годы Великой Отечественной войны, а также такой проект, как достопримечательности города, села или района. Да, вот тут в чате был такой вопрос, где будет выставлен данный план курса. Просто хочу сказать, что уже разработана программа. Программа учебного курса «Край, в котором я живу». Ее можно приобрести, сделать запрос в наш институт развития образования. Кроме этого, уже разработаны, есть в продаже методические разработки к учебному курсу «Край, в котором я живу». Да, и также есть дидактический материал к учебному курсу «Край, в котором я живу». Также, это очень важно, что сейчас в издательстве «Амбур» готовится к изданию учебные пособия для учащихся, которые так и называются «Край, в котором я живу». Ну, сейчас пока готовится, значит, пособие для 2 и 3 класса. Да, к ним уже подготовлены к изданию рукописи методических рекомендаций, то есть методические рекомендации к данным учебным пособиям. Хочу сразу отметить, что я уже видел верстку этих учебных пособий, они очень красочные, хорошо оформленные, с богатым наглядным дидактическим материалом, то есть есть фотографии, рисунки, значит, репродукции картин коми-художников. В конце каждой темы в данных учебных пособиях предложены вопросы и задания. Есть интересные рубрики. Вот, например, рубрика «Удивительно, но факт» об интересных событиях, интересных фактах Республики Коми. Да? И планируется, что, ну, во-первых, они уже будут в кратчайшие сроки изданы, эти пособия. И таким образом данный учебный курс «Край, в котором я живу», в принципе, оснащен как учебными, так и методическими пособиями. Да? Ну, наш сегодняшний вебинар подходит к концу. Я, во-первых, вас хочу поблагодарить за проявленный интерес к данному учебному курсу. Пожелать вам удачи в реализации данного курса. Вот. Я думаю, что данные вебинары у нас еще будут проходить в сентябре,
в октябре месяце, где я более подробно вам расскажу об особенностях данного курса, о педагогических технологиях, которые более подробно освещу вопросы педагогических технологий, которые могут применяться в данном курсе. Вот. Всего хорошего, до свидания. Благодарю вас за внимание. Спасибо.